испытано на себе. Друзья, это очередной выпуск дневника добровольца. Сегодня, как шестой день, мы находимся в Магарасах и 32-й день пожаров в Горном Улусе, непосредственно вблизи от поселка Магарас. Сегодня утро началось с того, что мы передали небольшие подарки для администрации, для оперативного штаба по тушению пожара в поселке Магарас. Это две бензопилы от компании ДВК «Саха» и от Общественной палаты города Якутска. Ну а сейчас мы находимся непосредственно вблизи от поселка Магарас, недалеко от Вилюйского тракта, где происходит встречный пал. Надо сказать, что лесной пожар – это как голодный зверь, который ищет всегда что-то легкое, что можно съесть. Ну и также лесной пожар распространяется там, где ему легче всего пройти, иногда даже переходя верховой. Все зависит от погодных условий, которые меняются постоянно, и невозможно ничего сказать заранее. Тем не менее, для эффективного тушения пожара всегда используется встречный огонь. То есть лесной пожар идет с одной стороны, запускается встречный огонь, встречный пал с другой. И когда эти два фронта встречаются, лесной пожар затихает и не продвигается дальше. Сегодня складывается очень опасная ситуация для поселка Магарас, потому что мы сейчас находимся около 106-108 километра Вилюйского тракта. И здесь, прямо сюда, с той стороны, вот так вот Вилюйская трасса, Вилюйский тракт, и с той стороны двигается большой фронт пожара. И учитывая то, что верховой пожар может спокойно перекинуться через трассу, здесь, как видите, лес, и, соответственно, совсем рядом, буквально 5 километров до поселка Магарас. Этот фронт, он очень беспокоит огнеборцев, и именно поэтому здесь по всей длине сейчас трассы делается встречный огонь. Огромный фронт, он прям большой, я не знаю, ну на видео с дрона вы можете видеть, что очень большой фронт огня идет в эту сторону. Единственный способ остановить распространение его, это сделать отжиг, то, что сейчас и происходит на этом километре Вилюйского тракта. Меня зовут Ирис де Граф, я из Голландии, Амстердама. Я здесь приехала, чтобы снимать сюжет о пожаре у вас в Якутии. До того, как я приехала, я, конечно, уже много читала. Я читала вот ваши местные новости.
И я читала, что здесь, конечно, есть вот огромные пожары. Мы слышали, что это каждый год, конечно, бывает, но в этом году слишком много ветер, больше, я не знаю, такие сухие грузы, там без дождя, поэтому сейчас пожары еще сильнее. Так что мы ожидали, что видно было очень много дыма, например, и много огонь. И мы были в шоке, когда вот самолет перелетел, и мы на улицу ходили, вот сразу было видно вот эти дым, мы просто чувствовали в рот. И это вот ты ожидаешь, что это бывает, но когда это было, я просто была в шоке, что вы живете в таких обстоятельствах сейчас. Мы приехали вчера, но сегодня только вот в окружении, в район ездили. Вчера мы были в Якутск, мы просто бы хотели узнать, как живет люди в городе в таким дымом, а сегодня мы здесь вот в лес ездили и приехали посмотреть, чтобы быть чуть-чуть поблизко к огню, к людям, которые здесь живут, и как сейчас ситуация. Уже раньше мы сделали такие-то сюжеты у нас в новостях о Save Якутия, вот этот хэштег. Это был у нас тоже новость, что у вас есть пожары, что надо помогать с чем-нибудь. Конечно, надо обратить внимание к этому побольше, чем только один раз, потому что это, конечно, на долгое время, и люди в Голландии, они могут быть подуматься, но это люди, которые живут вот там очень далеко, где-то в Сибирь, и что делать? Жить, им просто надо жить, и все. Нет, мы просто бы хотели показать и говорить сейчас с местными экологами тоже, чтобы показать, какие последствия, consequences, для всему миру, потому что это, конечно, очень большая опасность для климата, для отепления климата, мира, поэтому мы стараемся вот это показать в нашем сюжете. Я думаю, что это важно. Я желаю вам здоровья и силы, и успеха. Я надеюсь, что вы будете жить в более хороших обстоятельствах. И я надеюсь посетить Якутию еще раз, без вот этого дыма, без этого жара, чтобы побольше посмотреть ваш красивый город и район. Ну что, мы все еще на Вилюйской трассе. Сейчас подъезжали сотрудники, посмотрели. В общем, очень вовремя и очень удачно все сошлось. Ветер и, в принципе, вся кромка, вот эта часть по Вилюйскому тракту вся перекрыта встречным огнем. Встречный пал был запущен удачно, и буквально там несколько метров 100, может быть 150 разделяет два фронта. Встречный пал и, соответственно, сам лесной пожар. Очень много дыма. Глаза слезятся, надо надеть очки. Вот Петр вернулся со съемок из леса. Очень близко снимает пожар, огонь, как настоящий профессионал. Вот, а у меня тут, я пока Петра ждал, у нас с собой было несколько масок вот таких. Вообще было 10, так, 2 использовали, оставалось 8. Вышел на дорогу и решил предложить людям, потому что буквально заехать вот за эту горочку, и там очень сильный дым. И машина, которая остановилась, мне кажется, прямо вот именно для них, их ждали эти маски. Это был минивэн, там было 7 человек, и, как я понял, 4 это из них дети. Вот, я думаю, им маски пригодились, потому что несколько километров ехать вот по такому дыму. Друзья, я уже рассказывал, что мы использовали квадрокоптер для съемок, причем где-то 80% времени он требовался для разведки огня, для работы с корректировкой. В общем, наш последний день нахождения здесь, в поселке Магарас, от компании Майтона для оперштаба пришел квадрокоптер последней модели DJI Mavic Air 2S.
Вот сейчас вы можете видеть, идет обучение. Петр Шестаков обучает сотрудника администрации. Друзья, когда я собирался в поездку в Горный Улус, я практически на автомате забросил этот дождевик себе в вещи. Как же я рад, что сегодня он мне пригодился, потому что идет дождь. Дождь — это очень хорошая надежда на то, что пожар ослабнет, либо вообще прекратится. Ну и, конечно же, это будет большим облегчением для огнеборцев, для жителей Горного Улуса, для жителей города Якутска, республики. Да, я думаю, что по последним новостям даже всего мира. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать всем, кто борется с огнем, удачи, успехов, здоровья. Ну и, конечно же, пожелать, чтобы эта природная стихия, пожар, отступил. Это был дневник добровольца. Мы провели 6 дней в поселке Магарасы Горного Улуса и знакомили вас с ситуацией по борьбе с пожарами. С вами был Руслан Ачиров, оператор Петр Шестаков. До новых встреч! Испытано на себе.